Заповедных мест, где оберегаются и сохраняются редкие ценные растения, животные, уникальные природные зоны, в Абхазии много. Пицунда-Миссерский заповедник – один из них. Но у этой заповедной зоны нет карты. Для того, чтобы четко установить ее границы, нужна новая схема. А это привлечение специалистов, смета и, конечно же, финансы. С 2012 года мы как горох об стену бьем, и ничего мы не смогли сделать. Я вам могу показать вот даже план мероприятий по сохранению Пицунда-Миссерского госзаповедника. Понимаете? Вот этот месяц, этот план сметы мы составляли. Возглавлял тогда бывший вице-премьер Страничкин. Но знаете, есть такая поговорка. Получил, говорит, я ваше письмо, но там, где вы деньги просите, я не получал. Почему-то, видимо, кому-то это интересно или неинтересно, может быть, что вот эти все дела как-то на тормозах спускались. Вот эту территорию сейчас могут определить по этой карте? Огородить забором? Очень тяжело. По деревьям видишь, маркировать деревья. Вот деревья, если пронумерованные, подойти, ну это видишь, опять же, это 10-тысячный масштаб. Но эта карта, вообще вот по этой карте ориентироваться сложно, я так понимаю, правильно? Здесь вот смотри, здесь что можно, ну, в принципе, ориентир дает. Но если ты хочешь до точности, да, до там, 10 сантиметров, до миллиметра точности, это обязательно надо заново пройти. Ориентир дает. Это видно, что морская сторона, здесь ничего не должно быть, идет это полностью заповедник. Повышенное внимание Пицунский заповедник себе привлек совсем недавно, и связан он был с незаконным строительством объектов отдыха. Факт вызвал в обществе большой резонанс, но мало кто знал, что у этой заповедной зоны нет карты, четко определяющей ее границы. Более того, здесь нет даже ограждения. Кое-где еще остался сеточный забор, но и он в плачевном состоянии. К примеру, эта уютная Апацха на самом берегу моря к территории заповедника не относится. Она за ее пределами. Чего не скажешь об интересном интерьере и самом входе в заведение. Они-то как раз пролегают через заповедную территорию, на ней и находятся. Другого пути к кафе нет. Та же история с лодочной станцией и другими постройками советского периода. Закон о заповедниках есть, и этот закон для всех. Для всего гражданского населения, для всего гражданского общества. Не только для заповедника или для администрации заповедника он написан, принят. Этому закону должны подчиняться и следовать все. В заповеднике любая какая-то хозяйственная деятельность запрещена. Вот эти вот строения были за пределами заповедника построены, но потихонечку они начали осваивать какие-то территории, как зоны отдыха. Для обслуживания этих объектов необходима дорога, им продукты нужно привезти, что-то, ну для обслуживания будем говорить. И это запрещено законом. У единственного заповедника Абхазии, находящегося в прибрежной зоне, нет ограждений. И получается, что любой желающий может не только сюда зайти, но даже заехать и строить здесь увеселительные заведения. 205 гектаров, на которых произрастают уникальные реликтовые сосны, потихоньку превращаются в зону развлечений и активного отдыха. Этот грузовик, груженный камнем, на территорию заповедника въехал без проблем. Даже увидев внушительную делегацию из депутатов парламента, специалистов различных ведомств и лесничих, прекращать свое дело он не собирался. Лишь при требовании показать документы, разрешающие здесь находиться, вышел из себя. Как оказалось, его небольшое кафе расположено на береговой зоне. Как раз сейчас он приводит его в порядок, укрепляет фундамент. И то, что кафе построено впритык к кладбищу, здесь, видимо, уже никого не смущает. Оно частично заброшено, но кое-где еще есть могилы, куда приходят поставить свечу родственники умерших. Работы на этом объекте в самом разгаре, и строится он по всем правилам современного гостевого дома. Плитку укладывают впритык к реликтовым соснам, кое-где подрубив их корни. Таких примеров здесь много. Рассказывать о каждом нет смысла. Все они похожи одна на другую. Важно лишь то, что дальше так продолжаться не может. А чтобы изменить ситуацию, необходимо приступить к созданию карты границ заповедника, согласно которой и установить заграждение. Все это время, да, до сегодняшнего дня, начиная с той поездки, мы в какой-то степени изучали материалы, ситуацию и хотим определить реальные предложения и действия, которые можно сделать на сегодняшний день для предотвращения в дальнейшем вот таких незаконных построек. На наш взгляд, да, с учетом мнений также специалистов профильных, в срочном порядке нужно делать забор
ограду. Был вопрос у нас по картам существующим, насколько они точны для определения границ старых заповедников. Но на взгляд специалистов на данный момент можно начинать ограждение, да, строительство ограждений по старым границам, так скажем, по старым границам. Хотя карта нужна новая, то есть нужно привлекать специалистов, но это можно в среднесрочной перспективе делать. В ходе поездки выяснилась еще одна деталь. Руководство заповедника не может никак повлиять на ситуацию. Все полномочия переданы экологам, так что сотрудники охраняемой зоны, лишенные всех механизмов воздействия, обязаны лишь констатировать факт нарушения и передать информацию в управление экологии. Забор тоже здесь протяженность 16,5 километров. Но есть первоочередные участки, которые нужно огораживать, чтобы предотвращать въезд транспорта и исключить опасность разных чрезвычайных ситуаций, таких как, например, пожар. Не дай бог, чтобы он здесь произошел. Это будет трагедия, так как это один из немногих памятников природы, существующих у нас. Уже в самое ближайшее время члены парламентского комитета хотят встретиться со специалистами самого разного профиля, чтобы детально обсудить создавшуюся ситуацию. Каждый из них понимает, тянуть и дальше нельзя. Нужно спасти заповедник, и они готовы это сделать. Нис Фарш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.